إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله وربы Аллаха. С позволения Всевышнего Аллаха, сегодня мы хотим начать серию хутб, которые будут посвящены сире, то есть жизнеописанию нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и жизнеописанию его сподвижников, ридвануллахи алейхим, ибо в сире нашего пророка, в его жизненном пути, в его биографии, назидательные моменты для всех нас. Он, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, те, которые были с ним. Говорит Аллах субхану ва тааля о них в своей книге «Мухаммадун Расулуллах, валлазина мааху ашиддау ляль куффари рухамау бейнахум». Мухаммад, посланник Аллаха, а те, которые с ним, непреклонны перед неверующими, милостивы между собой. «Тарахум рукка суджада ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана». Ты видишь их, находящимися в поясных и земных поклонах, стремящимися к милости Аллаха и довольству. Симахум фи вуджухихим мин асарис суджуд. Признаком их является то, что на лицах их следы земного поклона. Залика масалахум фит Таура. Это их описание в Таурате. Ва масалахум фил Инджиль казар'ин ахраджа шат'аху фаазараху фастаглаза фастава аля суки. Юджибу зурра ягиза бихимуль куффар. А их описанием в Евангелии, в Инджиле является посев, который вывел свой росток, свой побег и укрепил его. И он стал толстым, усилился и поднялся на своем стебле, нравясь сеятелям, приводя в ярость неверующих. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Обещал Аллах тем, которые уверовали и совершали праведные деяния из их числа, из числа сподвижников, прощения и великую награду. О рабы Аллаха, в этом аяте Аллах субхану ва тааля говорит о нем, о Мухаммаде, посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тех, которые были с ним. Мухаммадун Расулуллах, Аллах субхану ва тааля хвалит его и хвалит его сподвижников. И говорит сначала в аяте, что он, Мухаммад, посланник Аллаха, воистину нет в этом сомнений. Он есть истинный пророк и посланник Всевышнего. Последний из посланников и пророков, и не будет больше пророков и посланников после него. А затем говорит про его сподвижников: «Валлазина ма'ху ашиддау аляль куффари рухамау бейнахум». А те, которые с ним, его сподвижники, они непреклонны перед теми, которые враждуют с Аллахом и его посланником, а между собой верующие. Они образец милосердия, они добры друг другу, они сочувствуют друг другу, они поддерживают друг друга, они любят друг друга. И Аллах субхану ва тааля про них говорит: «Иннамаль му'минуна ихва», поистине верующие, они братья. И Аллах субхану ва тааля, говоря о том, какова вот эта связь между ними, это братство религиозное, это самая крепкая связь, которая может быть в этом мире и в вечном мире. Аллах субхану ва тааля говорит про эту связь: «Аль-му'мин лиль-му'мин». Каль-буньян яшудду ба'духу ба'да. Верующий по отношению к другому верующему, как одно здание, где одна часть поддерживает другую часть, и потом сплел пальцы пророк, алейхиссалату вассалам. А если мы сегодня посмотрим, у рабы Аллаха, на состояние мусульман, то все наоборот. Они поступают наперекор этому аяту. Они наоборот заискивающие и смиренные перед неверующими, и они высокомерные, несмиренные, грубые и черствы между собой. Ва инна лилля ва инна илейхи раджиун. Аллах субхану ва тааля далее описывает их, сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Тарахум рукка суджада». Ты видишь их, находящимися в поясных и земных поклонах, стремящимися к милости Аллаха и довольству. Сначала Аллах субхану ва тааля описал, как они относятся, их отношения между собой, а затем Аллах субхану ва тааля упоминает, каково их отношение к их Создателю, что они
поклоняются Ему искренне, что они приближаются к Нему. Рукка суджада, они в поясных поклонах, в земных поклонах. Почему? Ябтагуна фадла мин Аллах, они хотят милости от Аллаха и довольства от Аллаха. Зачем они поклоняются? Зачем эти суджуды? Зачем эти руку, эти поклоны? Потому что они хотят лика Аллаха, потому что они хотят довольства Аллаха и рай Аллаха. Праведные деяния и искренность перед Аллахом, вот это все, говорит Аллах Субхану ва Тааля, отображается на их лицах. Симахум фи вуджухи мин асари суджуд. Признаком их является то, что на лицах их следы земного поклона. Что это значит, следы земного поклона? А эти их искренние молитвы и намазы, совершенные ради Аллаха, эти поклоны ради Аллаха, все это отображается на их лицах. Человек, который ночью молился искренне от всего сердца Аллаху Субхану ва Тааля, утром он явился на утренний намаз в мечеть, ты видишь на лице этого человека свет. А наоборот, человек, который оставляет молитву, пренебрегает намазом, который погряз в грехах, который погряз в ростовщичестве и прочих нарушениях, ты видишь на лице его что? На лице его чернота, на лице его серая тень. И затем Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вот это описание, что на лицах их свет суджуда, это описание в Таурате было, до искажения Таурата людьми, Торы. И потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, а каково их описание в Евангелии, в Инджиле, говорит он, как посев, который вывел свой росток, посев укрепляется, растет, выводит свои ростки, потом поддерживает этот росток, и этот росток, он становится сильным, крепким, и он возвышается на своем стебле, и он радует сеятелей, и приводит это в ярость, наоборот, неверующих. Вот так вот сахаба, сподвижники, они были сначала слабы, их было мало, но затем Аллах Субхану ва Тааля этих искренних людей, которые держатся за путь Аллаха, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субхану ва Тааля поддержал этих людей и укрепил для них их религию. И возникла у них твердыня на земле, и пришли в ярость неверующие. И раскрыл Аллах Субхану ва Тааля для них страны от запада до востока земли. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, ва'адаллаху лазина аману, ва амилу салихати минхум магфиратан ва аджран азима. Обещал Аллах тем, которые уверовали, совершали праведные деяния из их числа, сахаба, сподвижники, прощение и великую награду. О рабы Аллаха, изучать сиру, то есть жизненный путь пророка, алейхиссалату вассалам. Воистину это наслаждение, это счастье, это радость для человека, это услада очей. Изучать сиру, жизненный путь пророка, алейхиссалату вассалам, это очень важная часть религии. Это важное поклонение, посредством которого человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. И вот это изучение его сиры, его жизненного пути, оно содержит в себе огромную пользу. Огромную пользу мы поговорим сегодня только о некоторых видах этой пользы, которую приносит изучение сиры пророка, алейхиссалату вассалям. Первая польза, о рабы Аллаха, когда ты изучаешь сиру пророка, алейхиссалату вассалям, ты узнаешь, по какой причине Аллах не спаслал тот или иной аят в Коране. Ты узнаешь, в связи с чем произнесено пророком, алейхиссалату вассалам, то или иное изречение, тот или иной хадис. И это помогает тебе, когда ты знаешь причину, помогает тебе понять Коран. Помогает извлечь правильные выводы из аятов и хадисов. И это помогает прочувствовать, прожить то, о чем сказано в Коране и сказано в хадисе. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит в аяте: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Среди людей есть такие, которые продают души свои, стремясь, желая довольства Аллаха. Аллах рауф, сочувствующий к своим рабам. И рассказывают, что этот аят был ниспослан по поводу сподвижника, которого звали Сухейб ар-Руми. Сухейб ар-Руми, человек, который невольником попал к курайшитам. Потом он получил свободу, он принял ислам. И потом, когда пророк, алейхиссалату вассалам, совершил переселение из Мекки в Медину, Сухейб ар-Руми тоже отправился совершать хиджру, но курайшиты настигли его, они сказали ему: ты к нам явился, Сухейб, бедняком презренным, сейчас у тебя стало много денег, много имущества, достиг ты этого положения, которого достиг, а теперь ты уезжаешь вот так вот, со всем своим имуществом? Не будет этого, клянемся Аллахом, не будет этого.
Мы не дадим тебе уехать в Медину. Тогда Сухейб спустился со своей верблюдицы и достал стрелы, которые были у него в колчане, и он сказал им: курайшиты, вы знаете, что я один из самых лучших стрелков из вас. Клянусь Аллахом, вы мне ничего не сможете сделать. И не приблизитесь ко мне, пока я не выпущу все свои стрелы из своего колчана. А потом после этого я начну рубить вас мечом, пока смогу держать этот меч в руке. Поэтому делайте, что хотите. Но, если хотите, я укажу вам на мое имущество, где оно. Я укажу вам, где мое имущество, с условием, что вы меня отпустите. И он указал им на свое имущество где? Чтобы они пошли и забрали себе все его имущество, ничего не надо. Он все оставляет ради Аллаха субхану ва тааля. Лишь бы они его отпустили, совершить хиджру к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они сказали: укажи, он указал, и он сделал это. А потом, когда он прибыл к пророку, алейхиссалату вассалям, он сказал ему: рабих аль-бей' аба Яхья. Рабих аль-бей'. О, это была выгодная сделка торговая, о Абу Яхья. Это была очень выгодная сделка. И Аллах субхану тааля не спасал от этого. Я среди людей есть такие, которые продают душу свою ради довольства Аллаха. А Аллах, он сочувствующий к верующим. Другая польза, вторая польза у раба Аллаха от изучения сиры пророка, алейхиссалату вассалам, что, изучая жизненный путь пророка, мы узнаем с вами вот этот путь, который ведет нас к краю, к довольству Аллаха субхану ва тааля. Нельзя достичь рая, нельзя достичь довольства Аллаха субхану ва тааля без трех вещей. Три вещи. Первая вещь – это таухид, единобожие. То есть искренне поклоняться только одному Аллаху субхану ва тааля внутренне и внешне, не совершая ширк, не совершая многобожие. Это первое. Второе – это следовать неукоснительно пророку, алейхиссалату вассалам. Отдаляться от всех новшеств религиозных, от всякой ереси, от всего, что не соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалам. А третье, у раба Аллаха, это нужно следовать путем сахаба, путем сподвижников, отдаляться от всех путей иных, потому что сподвижники, они были те самые люди, которые были явлены Аллахом в качестве примера, как нужно следовать за пророком, алейхиссалату вассалам, как нужно исполнять вот эту вот религию. И Аллах субхану ва тааля говорит, что они те люди, которыми Он доволен и которые довольны им. И говорит Аллах субхану ва тааля: وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. А те, которые противоречат посланнику после того, как им стал явен прямой путь, и не следуют путем верующих, то есть путем сподвижников, мы их обратим к тому, к чему они сами обратились, и сожжем их в адском огне, и как скверно это место возвращения. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: разделится эта моя община, моя умма моя, на 73 группы, и все они будут в огне. Все в огне, кроме одной. Что это за группа? Спросили люди. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ма ана алейхи ва асхаби. Это те, которые держатся того, на чем я и мои сподвижники. Третье, о рабы Аллаха, третья польза от изучения сиры, то есть жизненного пути пророка, алейхиссалату вассалям, когда мы изучаем сиру, биографию посланника Аллаха, мы узнаем, с чего нужно начинать, с чего нужно исходить. Это очень важно. Пророк, алейхиссалату вассалам, он был послан к каким людям? Он пришел к людям, которые находились в явном заблуждении, в страшном заблуждении. Люди, которые поклонялись идолам, поклонялись камням, деревьям, звездам, ангелам, джиннам, святым, мертвым. Люди, которые ели мертвечину, падаль, они поедали падаль. Они совершали разные виды мерзостей, они разрывали родственные связи. Сильный у них съедал слабого. Они пили вино, они совершали разные грехи. Пророк, алейхиссалату вассалам, с чего он начал? Из сиры мы узнаем, с чего он начал. Вот это вот общество, которое находилось в таком заблуждении, с чего он начал? Что он начал с вооруженного противостояния? Объявил войну, начал разрушать, приказал совершать какие-то террористические акты, террору подверг это общество в Мекке? Нет. Или он начал с того, что пытался как-то, он и его сподвижники, проникнуть во власть
Как сегодня делают, пытаются войти в парламенты какие-то или еще куда-то, взять какие-то должности высокие, кресла какие-то, а потом уже, вот взяв должности, получив кресла и посты высокие, потом уже оттуда распространять ислам. Начал с этого? Нет, не начал с этого. Или он начал с того, что поднял знамя джихада и сказал, давайте все сначала освободим наши земли от власти персов и римлян, Персии, Рима, а потом уже, вот потом мы будем это делать, потом распространим ислам. Нет. Или он начал с реформаторского движения, сказал, что нужно провести какие-то социальные реформы, экономические реформы сначала, а потом уже ислам. С этого начал? Нет, не с этого. А с чего он начал? А начал он с того, что стал вот этих вот людей призывать перво-наперво к правильным убеждениям о их Создателе. Начал призывать их к правильной акиде, к таухиду, к единобожию, к ля иляха илляллах, чтобы отвергли они поклонение всему, что кроме Аллаха, и устремились с поклонением только к своему Создателю. И вот все пророки, запомните, все пророки, все посланники, они приходили с этим, они начинали разговаривать со своим народом с этого. Они говорили, «Я кауми абудуллаха ма лакум мин иляхин гайру». «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного истинного Бога». А посмотрите, сегодня на исламскую умму в наши дни мы видим разные группы, разные течения. Одно течение, которое думает, что все можно решить вооруженным противостоянием. Да, это самое главное. С ложью нужно вот какими-то вооруженными мерами, резкими, бороться, и они начинают с того, что они начинают убивать, начинают совершать какие-то покушения на кого-то, или какие-то взрывы, взрывают мусульман и не мусульман, начинают вешать ярлыки, выводить людей, целые народы из ислама, называя их кафирами, неверующими, своих родителей называют неверующими, вводят из ислама своих родителей, говорит, кровь дозволена, жизнь дозволена их. Ну и что? Какие-то плоды они получили благие? Ничего. Тупик. Другая группа, которая думает, что путь для установления ислама на земле и призыва к Аллаху на земле, это вот войти в какие-то парламенты, в национальные собрания, получить какие-то высокие посты в государстве, а потом уже служить исламу и приносить пользу исламу через это. Ну и что? Многие из них пришли к власти и получили высокие посты и кресла. И где польза? Принесли они пользу исламу? Принесли они пользу мусульманам? Нет, они принесли пользу самим себе, своим партиям, своим группам, заработав колоссальные средства, деньги, получив какие-то высокие должности. А путь какой? А путь это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Другого нет пути, поймите. Все остальные пути тупиковые. Неужели нельзя это понять из сиры? Неужели нужно это понимать только на кровавых каких-то страшных ошибках жестоких? Путь один. Начинать с того, что призывать эту умму к правильным убеждениям, к правильной акиде, вероучению. Посмотрите, сколько мусульман сегодня пребывают в явном ширке, в многобожии, когда они едут на могилы какие-то святых, кружат там вокруг этих могил, взывают к мертвым, взывают не к Аллаху, взывают с мольбами, с дуа к джиннам или к ангелам, или к пророкам. Сколько сегодня мусульман, которые режут курбан, режут жертвенных животных не для Аллаха, субхану ва тааля. Сколько мусульман, которые сегодня не верят в ахира, не верят в вечную жизнь, и говорят, относя себя при этом к исламу, говоря, я мусульманин, кто оттуда вернулся и не верит в вечную жизнь. Поэтому надо начинать с этого. Объяснять людям, кто их Господь и каковы его права. И какова правильная акида прежде всего. Вот если эта община, о рабы Аллаха, вернется она, если к своему Господу, если она вернется к сунне, к пути пророка, алейхиссалату вассалям, к пути сподвижников, вот тогда она изменит себя. И вот тогда Аллах Субхану ва Тааля изменит ее положение. Потому что это незыблемое правило Аллаха Субхану ва Тааля. Это правило не меняется. Это закон Всевышнего на земле. «Инна Аллах ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Поистине Аллах не меняет положение народа, пока народ сам не поменяет себя. Поэтому нужно начинать с самих себя, о рабы Аллаха. А иначе, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, если вы начнете заниматься
ростовщичеством, одним из видов ростовщичества аль-ина, то есть разные виды запрещенные торговых отношений. «Вахазтум азнаб аль-бакар», схватитесь за хвосты коров. То есть вы не будете думать о вечной жизни, вы будете думать вот о них, о коровах. Удовольствуйтесь земледелием и оставите усердие на пути Аллаха. Тогда Аллах нашлет на вас унижение, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Нашлет Аллах на вас унижение. И не снимет его с вас, пока вы не вернетесь к вашей религии. Ин тансуруллах янсуркум. Если вы поможете Аллаху, тогда Аллах поможет вам. Следующая польза у раба Аллаха от изучения сиры пророка, алейхиссалату вассалам. Когда мы изучаем жизненный путь пророка, алейхиссалату вассалам, мы с вами узнаем одну важную вещь. Что является причиной для победы, наоборот, что является причиной для поражения. Причина победы у раба Аллаха. Вы знаете, что перво-наперво это доверие Аллаху субхану ва тааля, упование только на Него. Это мольбы искренние, смиренные к Нему. Вера, что победа только от Аллаха субхану ва тааля, ни от чего больше. Да, нужно обязательно делать то, что является причиной для получения победы, но не уповайте на причину, а уповайте только на Аллаха субхану ва тааля, ибо победа от Него. Пример этого – это битва при Бадре. Битва при Бадре, Аллах субхану ва тааля говорит: «Истастагисуна раббакум фастаджаба лакум инни мумиддукум би альфин миналь малаикати мурдифин». Вот вы обратились с мольбой, с просьбой о спасении к вашему Господу, и Он ответил вам, сказав: «Я поддержу вас 1000 ангелов, которые следуют друг за другом». «Вама джа'аляху Аллаху илля бушра валитатмаинна би кулубукум». Но Аллах это сделал всего лишь благой вестью для вас, чтобы успокоились ваши сердца. «Ваман насру илля мин индиллах». А наср, победа, она только от Аллаха. «Инна Аллах азизум хаким». Поистине Аллах, Он могущественный, мудрый. Поэтому вот когда сердца они свободны от ширка, когда они хотят помощь только от Аллаха субхану ва тааля, тогда Аллах субхану ва тааля дает победу. А сегодня мусульмане, когда у них какая-то проблема, когда у них несчастье и беда, что говорят? Идите, обратитесь с мольбами к каким-то святым, идите куда-то на какие-то могилы, обратитесь к мертвым, или обратитесь к пророку, алейхиссалату вассалам. И даже на знамени одного из правителей поздних мусульман было написано: «Помоги нам, о посланник Аллаха, спаси нас, о посланник Аллаха». Аллаху Акбар. Какое же будет спасение вам? Посмотрите, сподвижники, они просили спасение и помощь только у Аллаха субхану ва тааля. И Аллах субхану ва тааля дает победу. А причины поражения? Причины поражения, говорит Аллах субхану ва тааля. Из сиры пророка, алейхиссалату вассалам, мы можем сделать эти выводы. Что является причиной поражения мусульман? Почему терпят поражение? Первое, это у раба Аллаха любовь к этому миру. Любовь к мирской жизни. Второе, это когда нарушают мусульмане приказы Аллаха субхану ва тааля. И пример этого – битва при Ухуде. Битва при Ухуде, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал людям, лучникам: стойте на этом холме, не уходите до конца, не уходите с этого холма. Аллах субхану ва тааля сначала давал мусульманам перевес в этой битве. Когда увидели эти лучники перевес мусульман, они решили, что все, можно спуститься уже, оставить холм, и нарушили приказ пророка, алейхиссалату вассалам. И это обернулось страшным поражением. И Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: «Авалямма асабаткум мусиба, кад асабтум мислия культум анна хаза». Когда вас постигло несчастье, после того, как вы вдвое причинили несчастье вдвое больше, вы спросили: откуда нам это? То есть спросили мусульмане, негодуя: откуда поражение? Почему мы терпели поражение? И Аллах не звел им ответ. Небесную фетву не звел Аллах им. «Куль хуа мин инди анфусикум». Скажи, это от вас самих. По вашей причине, инна Аллах аля кулли шейин кадир. Поистине Аллах, Он всемогущий. Вы и есть причина. Аллаху Акбар. Посмотрите, одно только нарушение привело к такому поражению. А сегодня, о умма ислама, посмотрите, в каком состоянии мы находимся. Акида испорчена, ширк, нарушен таухид. Многие люди не совершают намаз, не молятся вообще. Сколько людей, которые поедают ростовщические проценты, риба, женщины,
которые не соблюдают хиджаб. Когда мусульмане смеются над человеком, который имеет вид, как тот, которого он побудил пророк, алейхиссалату вассалам, если у него есть борода или он одевается в соответствии с требованиями шариата, смеются. Оставили мы с вами, многие оставили салатуль джамаа, совершение коллективного намаза в мечетях, кроме тех, кого помиловал Аллах субхану ва тааля. Что мы хотим? Вот это нарушение шариата, они приводят к поражению. И третье, что приводит к поражению раба Аллаха? Когда люди перестают уповать на Аллаха, когда они уповают на какие-то внешние причины. Например, на многочисленность. Ведь так многие мусульмане думают, нас если много, то мы обязательно победим. Это не так. И думают, нас 1,5 миллиарда мусульман, мы победим. Нет, это не так, не уповайте на многочисленность. Аллах субхану ва тааля привел пример очень хороший, показательный. Это была битва при Хунейне, когда мусульмане, они обольстились своей многочисленностью, что уже много нас. И Аллах субхану ва тааля сказал: «Ваяума Хунейнин из аджабаткум касратукум, фалам тугни анкум шей'a, вадакат алейкумул арду бима рахубат, сумма валейту мудбирин». И в день битвы при Хунейне, когда вам понравилась ваша многочисленность, вы обольстились ею, но она ни от чего вас не избавила, и земля стала тесной для вас, несмотря на свою просторность, и вы обратились вспять, то есть вы стали убегать с поля боя. Дальше, рабы Аллаха, 5-я польза от изучения сиры пророка, алейхиссалату вассалам, что мусульманин находит там, каждый мусульманин находит пользу для себя. Призывающие в сире пророка, алейхиссалату вассалам, находят пользу, как нужно призывать к Аллаху. Руководители находят пользу, как нужно руководить. Воспитатели находят пользу, как нужно воспитывать. Пророк, алейхиссалату вассалам, он для нас пример во всем. И сахаба, они следовали его примеру. И сказано: «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана, лиман кана ярджуллаха валь яумаль ахир». Для вас, посланника Аллаха, прекрасный пример для тех, которые надеются на Аллаха и вечную жизнь. Вазакар Аллаха кесира, и поминают Аллаха премного. И Аллах субхану ва тааля, он приказал нам подчиняться пророку, алейхиссалату вассалам, во всем. «Ва'ати'у Аллах, ва'ати'у Расуль», подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику. И предостерег нас от ослушания пророка, алейхиссалату вассалам, сказав: «Фальяхзари ллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитна, ау юсибахум азабун алим». Пусть остерегутся те, которые противоречат его приказу, что постигнет их искушение, постигнет их мучительное наказание. И сказал Аллах субхану ва тааля нам, что, подчиняясь пророку, мы обретем прямой путь. «Ваин тути'уху тахтаду». А если будете подчиняться ему, то будете на верном пути. Акулю азаль кауль вастагфируллах ли ва лакум.